Мы не можем повлиять на процессы, происходящие, допустим, вне пределов Абхазии, да, но можем повлиять на те процессы, которые у нас сегодня здесь происходят. Ну, не надо там руки складывать, да, и бить себя по голове, причитая, да, я думаю, что мы можем извлечь из этого, наоборот, пользу. У нас есть сейчас хороший шанс начать поднимать сельское хозяйство. В законе где-то написано, что мы можем безнаказанно поставить там по 500-600 тысяч майнингов и воровать государственный свет. Но это же воровство в особо крупном размере. Что такое внутренняя безопасность? Да, это когда закон внутри страны работает на всех жителей одинаково. Сколько парламент не посылал документов в прокуратуру по тем или иным, по коррупционным схемам, там, по бюджету или вообще по многим вещам, да, у нас нет ни одного положительного ответа. Если это кому-то очень нужно, допустим, если это нужно власти, то мы находим все рычаги для того, чтобы осудить человека. Но если это кому-то не нужно, тогда мы найдем столько же рычагов для того, чтобы человека выпустить. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы продолжаем свой выборный марафон. И сегодня у нас в гостях кандидат в депутаты по избирательному округу номер 26 Илья Гуния. Илья, добрый день. День добрый. Я напомню, что Илья Гуния не только кандидат в депутаты нового парламента, но и действующий депутат Народного собрания, глава комитета по обороне и безопасности. Я, наверное, в контексте вот тех событий, которые сейчас происходят на Украине, все-таки, наверное, начал бы с безопасности. Да, вот, действительно, достаточно тревожная ситуация. Как, на твой взгляд, какие меры нам нужно принять у себя, чтобы вот, укрепить нашу безопасность? Да, вот сейчас в контексте вот всех этих событий очень много всяких вопросов возникает и так далее. Я бы хотел, чтобы ты вот на это ответил. Ну, Инал, прежде всего хочу сказать, что безопасность, даже если бы событий на Украине не было, да, то это не значит, что мы не должны были бы заниматься своей безопасностью. И безопасность является вообще базовой вещью для любого государства. Да, и делится как на внешнюю безопасность, так и на внутреннюю безопасность. Если говорить о внешнем периметре безопасности для нашей страны, то мы должны понимать, что у нас союзник Россия, что мы имеем договор, что наши внешние границы фактически сегодня стоят российские войска, которые защищают наши внешние границы. Да. А то, что касается внутренней безопасности, ну, даже не внутренней безопасности, то, что касается наших вооруженных сил, то они это проводят совместно, это совместная вещь. Другое дело, что в каком состоянии находятся сами наши вооруженные силы, да, чего им не хватает, какой у них потенциал есть на сегодняшний день. Да, для того, чтобы это понимать, нам надо этим заниматься ежедневно. Потому что с того времени, как у нас была война, прошло уже 30 лет. За эти 30 лет я не могу сказать, что у нас вооруженные силы стали лучше. Потому что мирные процессы, которые происходят, приводят к тому, что нам всегда кажется, что вот война делается там на последнем месте, мы не обязательно им заниматься, вот там есть, у нас периметр защищен, а Министерство обороны нам нужно вот как структура. Но на самом деле это не так. Сегодняшние события на Украине показывают, что вообще мир вещь зыбкая такая. И мы должны понимать, что в сегодняшней ситуации привести в боевую готовность и свою армию, и понимать, на что мы опираемся, на какие силы, как это мы будем проводить. У нас есть опыт войны. Есть территориальная оборона. У нас всегда была территориальная оборона, если вы помните, да, то есть это люди защищали каждый свое село, поселок, город. Соответственно, и сборы проходили резервистов. Основной упор у нас всегда был на резерв.
фактически как бы не на саму армию, да, а на резервную службу. У нас резервисты являются частью армии. И поэтому, я думаю, сегодня надо проводить сборы и понимать, какое количество у нас резервистов, как они оснащены, знают ли они места там, входа, выхода там, на трассу, на дорогу, места минирования. То есть это все то, что мы проходили 30 лет назад. Но эти люди уже постарели, прошло время, а молодежь мы не обучили. Я думаю, самое время нам начать заниматься этим процессом. С другой стороны, с тех пор, как у нас закончилась война, конечно же, очень изменилось и технология ведения военных действий, и изменилось оружие, которым проводят войну. Вот Вторая Карабахская война тому показатель, да, и то, что сейчас тоже происходит на Украине. То есть почти совершенно другие методы ведения войны, другое техническое оснащение, и нам нужно, наверное, все-таки думать о переоснащении своих вооруженных сил в контексте того, что мы все-таки и союзник, и партнер, да, российской армии, да, и в конце концов у России своих проблем хватает, и как бы в такое тяжелое время возлагать на нее полную ответственность за нашу безопасность тоже, как бы, и при этом умыть руки самим, это, я думаю, как бы слишком легкомысленно. Дело в том, что я прекрасно понимаю, и вообще мы все понимаем, что и методы ведения войны поменялись, и технологии уже другие, да, и мир в этом плане шагнул там далеко вперед, и только развитые там страны могут позволить себе там сверхоружие. Мы не имеем такого оружия, мы это прекрасно понимаем, мы это осознаем. У нас скудная экономическая ситуация, да, для того, чтобы там в армии появились там новые какие-то технологические. Но мы должны понять одну вещь. Это же не только эти технологии, да, боевые действия, там, где не ступила нога солдата, да, не напрасно это говорят, если нога солдата не ступила на эту землю, то никакие бомбежки, никакие там, ничего не помогает, то есть солдат рано или поздно должен войти. И мы должны понимать, какие мы имеем силы для того, чтобы вот с такими вещами бороться. При боевых действиях что мы должны делать? Пути отхода, это продовольственная безопасность, да, это схроны, это медицина, да, это очень большой спектр охватывает, если мы готовимся к войне. Но мы должны быть всегда готовы. Это не потому, что мы завтра собираемся на кого-то нападать. Потом есть специфика. Мы страна небольшая, мы ни на кого не нападаем, не ведем там, скажем, войны в песках, там, где нам не знакомо, или на другой территории. Да, эта территория нам знакома, мы ее хорошо знаем, мы к ней адаптированы. И исходя из этого, наши действия должны быть. Если мы сейчас будем строить свою армию, вот я противник, допустим, чтобы строить ее там по образу, подобию, допустим, российской армии, да, это там техника, танки, гаубицы, да, масса. У нас такой массы нету. И тем более сегодня вообще теряется смысл, допустим, бронетехники как таковой, если мы говорим о технологиях. Когда есть беспилотники. Когда есть беспилотники и все остальное. Но людской ресурс же никто не отменял. А людской ресурс нам надо оснастить как можно лучше. И обучить еще. И обучить, естественно. В силу того, что у нас, в общем-то, люди, которые участвовали в войне, это уже почти пенсионного возраста люди. Да, но они могут же еще показать. Они сегодня должны делиться опытом с молодежью. У нас вот в последнее время, ну, скажем, там раза два проводились только сборы резервистов. Да. И то не скажу, что они проводились вот именно так, как хотелось бы. Я понимаю, что это связано с экономическими какими-то вещами, с нехваткой, как обычно, денег. Но мы на это должны тратиться. Если мы хотим жить спокойно и в мире, у нас должна быть сильная, боеспособная армия. Это же простые вещи. Опять же, в
контексте тех событий, которые происходят в отношениях между, с одной стороны, Россией, с другой стороны, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, наметился глобальный экономический кризис и беспрецедентные санкции, которые были наложены на Россию, да, они так или иначе в любом случае скажутся на нас в силу того, что мы, у нас и рубль, российский рубль, основная денежная единица. С другой стороны, мы экономически, наша экономика ориентирована на российский рынок и так далее. И так или иначе это все на нас скажется. Что нам нужно сделать вот в этом плане, да, чтобы уровень жизни наших граждан не сильно упал. С одной стороны, с другой стороны, какие у нас есть резервы, сдержать вот это экономическое падение, а может быть даже к какому-то, может быть, росту по каким-то параметрам привести. Ну, конечно же, мы должны понимать, что мы экономически зависим не только от внутреннего состояния нашей республики, да, но экономически зависим и от тех процессов, которые сегодня происходят там в связи со спецоперацией там на Украине. Также понимаем, что санкции, которые ввели, ограничения, которые существуют, конечно же, приведут к росту цен и к дефициту, возможно, некоторых товаров. Да, это все прогнозируемые вещи. И сказать, что это не отразится на нас, мы не можем, это зеркально будет на нас отражаться. Да, у нас уже бензин подорожал, мы это видим. И продукты на рынке тоже подорожали, да, там, не знаю, доллар подорожал, все это взаимосвязано. Что делать нам в этой ситуации? В этой ситуации мы должны понимать, что мы можем вообще сделать. Мы не можем повлиять на процессы, происходящие, допустим, вне пределов Абхазии, да, но можем повлиять на те процессы, которые у нас сегодня здесь происходят. У нас во дворе весна. Мы должны обратиться к нашему населению. Мы должны им объяснить. И более того, я считаю, что государство должно помочь нашему населению подготовиться к весенне-полевым работам. Мы должны понять, мы даже не знаем, как будут развиваться события, мы не знаем, что у нас будет через месяц, через два или там к концу года. Да. Насколько этот кризис затянется. Да. Но насколько я понимаю, кризис затянется и надолго. И поэтому, исходя из этого, я еще раз говорю, нам надо помочь нашему населению вспахать поля, засеять эти поля, да, посадить картошку. То есть вернуться к тому, к земле, вернуться к земле. Я хочу напомнить, что у нас всегда село было богато, всегда в селах были там продукты, консервы, они закрывали, там делали закрутки. Если ты помнишь, что год войны фактически, находясь в блокаде, наше население, село нас накормило. А сегодня у нас, если мы сегодня придем в село, вы посмотрите, мы даже, у нас у всех там, не говоря уже о еде, да, я скажу, что у нас даже люди дрова не заготавливают, да, у всех теплый пол, у всех там, и люди не подготовлены к этой ситуации. Мы можем вернуться, к большому сожалению, в связи с экономической ситуацией, можем вернуться там или откатиться на много лет назад. Но я считаю, что это наоборот, не надо там руки складывать, да, и бить себя по голове, причитая. Да, я думаю, что мы можем извлечь из этого наоборот пользу. У нас есть сейчас хороший шанс начать поднимать сельское хозяйство. Но с другой стороны, открываются какие-то другие возможности. В конце концов, мы были еще в более тяжелых временах, в 90-е годы, когда у нас была сплошная блокада, да, по периметру, да, и у нас полная экономика, и сразу же после войны мы оказались в блокаде. Сейчас у нас все-таки есть какой-то опыт работы в таких экстремальных условиях. Тем не менее, там я вот смотрю,
Европа практически закрыта для россиян. Да, российские авиакомпании перестали летать за границу. Да? То есть это означает, что кроме того, там доллар, евро подросли, а там отдых там, в наиболее популярных для россиян курортах, там, допустим, Турции, Египта, там все как бы формируется из этой валюты. Да? То есть людям, естественно, сейчас будет не по карману тем людям, которые там обычно каждое лето там ездили там в Турцию, Египет, уже цены кусаются. И они наверняка куда-то приедут россияне, в Абхазию, наверное, там, в Сочи, в Крым, да, и нам нужно тоже к этому быть готовым, но с другой стороны, мы, наверное, должны вот как-то сделать так, чтобы эти люди как бы обеспечить этот отдых, при том, что у нас энергетический кризис, там света нет, регулярно воды нет, да, то есть вот здесь, наверное, внутренние какие-то ресурсы мы должны привести в порядок, наверное, и с тем же майнингом побороться более активно, да, чтобы у нас вот этого не было. Как ты думаешь, какой пакет мер мы должны принять в этом плане? Пакет мер у нас всегда один и тот же. Мы всегда ориентированы и вообще позиционируем, ну, когда позиционируем себя, говорим, что наша страна ориентирована там на сельское хозяйство и туризм. Мы же всегда это озвучиваем. Но по факту, допустим, с сельским хозяйством у нас проблемы, а туризм, естественно, зависит от того, как приедет сюда турист. Мы, конечно, должны быть в этом готовы принять туристов. Конечно, мы понимаем, что если ситуация будет складываться так, что турист никуда не может поехать, то он приедет в Абхазию. Но для этого его надо накормить, напоить, надо удержать цены в нормальном русле, и надо, естественно, дать элементарно... Нормальный сервис. Помимо сервиса элементарно должен быть свет. Турист не приедет туда, где у нас там по 3 часа в день выключают там свет. Это сейчас, а может быть дальше будет и хуже. Или лучше, я не знаю, я не прогнозирую эту вещь, потому что у нас со светом, вы знаете, какие проблемы, это все проблемы майнинга, которые существуют. И поэтому, да, конечно, к этому надо быть готовиться, и мы должны понимать, что это единственный на сегодняшний день, это экономический доход в государство, это туризм. Вот ты мне скажи, вот мы сейчас перешли плавно на энергетику, да, и очень много всяких разговоров, какой должна быть абхазская энергетика, как выйти из этого кризиса. Как бы нам периодически объясняют там власти, так как бы почти говорят о том, что необходимо все-таки запустить, изменить закон об энергетике, провести вроде бы там почти разгосударствление, да, допустить там инвесторов и в генерирующие станции и допустить к энергосетям. Как ты смотришь на это? Инал, я смотрю так, как написано в законе, да, потому что этот закон принимался в моем созыве. Да. Я не вижу, что там надо... Основная проблема в том, чтобы там изменить закон. А что, в законе где-то написано, что мы не должны платить за электроэнергию? В законе где-то написано, что мы не должны обслуживать электросети? В законе где-то написано, что мы можем безнаказанно поставить там по 500-600 тысяч майнингов и воровать государственный свет? Но это же воровство в особо крупном размере. Давайте подходить к этому так. Потому что если это основной ресурс, мы живем в 21 веке, некоторые страны даже не понимают, что могут быть отключения вообще света, да, что это, веерные отключения, что это такое. С энергоресурсами у нас, конечно, проблемы, мы должны это понимать. Нас питает только Ингур и ГЭС, который не безразмерно не сможет обслуживать все потребности, которые мы сегодня задаем. Это даже если у нас не будет, скажем так, мы сможем побороться и уберем майнинги, то в будущем нас этот кризис ждет все равно.
Потому что мы должны понимать, что если у нас начнет развиваться там Гулирипский район, по домам отдыха, да, давайте посмотрим, Ачимчирский район, да, и так все побережье, допустим, хотя бы на уровне Гагры, то это колоссальная потребность и населения, и всего этого, это колоссальное потребление электроэнергии. Мы готовы к таким вызовам. Мы говорим об инвесторе все время. А вы представьте на одну секунду, что приезжает инвестор, да, и хотя бы береговую полосу там всю выстраивает и говорит, давайте вот развивать туризм, и мы сегодня с вами развили турбизнес. А мы что, можем обеспечить их электроэнергией? Вот сегодня выборы идут, у меня, вы думаете, людей интересует ситуация, больше всего интересует ситуация там на Украине, наша безопасность там, или о том, о чем мы с вами говорим? Нет. Людей больше всего интересует только водопровод. Их интересует свет, трансформатор. Мы же видим, что происходит. У нас не останавливаются электросети, у нас все время меняем трансформаторы. И я сталкиваюсь с такой же проблемой. А трансформаторы горят по одной простой, мы понимаем почему. Никакой стоит там 250, он не выдерживает. Поставил 400, через некоторое время он тоже не выдерживает. Это все майнинг. Мы не контролируем эту ситуацию. Мы делаем вид, что мы боремся, а на самом деле никакой борьбы не происходит. Более того, это даже не борьба. Мы не пытаемся объяснить нашему населению, что мы можем остаться вообще без энергетики. Но это факт. Ну как сделать? Ну, уже эта борьба идет, у нас режим веерных отключений, он уже почти 1,5 года. Да? Да. Что нам сделать? Вот как изменить эту ситуацию? Рано или поздно мы будем свет покупать. У нас нет генерации, которую мы можем сделать на территории Абхазии, которую мы с вами можем запустить сегодня, да, которая сможет нас обеспечить. Нам придется покупать электроэнергию, рано или поздно. Но для того, чтобы ее покупать, надо зарабатывать деньги. Государство должно быть богатое, многие страны так живут, за электроэнергию надо платить, цена электроэнергии надо определить, и мы будем и заниматься своими внутренними сетями. Есть еще масса других проблем, я не хочу углубляться туда. Да? Мы говорим о законе, но есть, помимо закона есть еще подзаконные акты, которые должны были выйти. Это нормы. Это качество провода, это размер, допустим, это трансформатор от расстояния от трансформатора до потребителя. Это много технических вещей. Сегодня кто-то соблюдает это? Нет, конечно. С другой стороны, мы говорим все-таки о нагрузке на сети, которые существуют, но у нас, да, единственное там ГЭС есть, Ингургес, которая нас питает, я там Сухумгес не говорю, она как-то обособленно на себя работает. А другие, почему у нас инвестор не идет? Не восстанавливает. Вот наши ГЭС, у нас очень большое количество малых ГЭС, которые осталось Советского Союза, да, оно там раскурочено и так далее, но тем не менее, это все-таки перспективное направление. Есть стандартная вещь, да, как считается, допустим, восстановление тех ГЭС, о которых говоришь ты. Да? Мы номинально говорим о том, что они существуют. Их уже не существует, это даже не восстановление, это фактически в некоторых местах новое строительство. И мы должны понимать, во сколько обходится восстановление или строительство таких ГЭС. Около $1 миллиона обходится 1 мегаватт. Чтобы ты понимал, это средняя цифра, давно выведенная. Да? Это если говорить о ремонте, о моторах, о турбинах, о привозе, установке. Да? 1 мегаватт обходится $1 миллион. Теперь давай посчитаем. Цена, качество и количество. Скажи, какой инвестор должен сюда приехать, вложить хотя бы на 1 мегаватт $1 миллион для того, чтобы по нашим ценам работать около 70 лет, чтобы откупить те деньги, которые он вложил. Он же не доживет. Да? Вот можешь объяснить, для чего ему это надо? Ну, хотя бы, ну, понятно, что по нынешним тарифам эта окупаемость, она растянется на десятилетия, но, тем не менее, сейчас уже заявлено, что цены в любом случае, тарифы в любом случае будут повышаться, и там, может быть, там в 2-3 раза будут они повышены. Я не вижу смысла в повышении тарифов. Я объясню, почему. У нас сегодня при тарифе 40 копеек собираемость в республике этих 40 копеек
около 27 или 30%, да пусть даже будет 40%. Если мы поднимем и сделаем его рубль, ну, якобы это себестоимость там, поставки света сюда, хотя для нас свет, скажем так, мы же не вкладываем, да, он для нас дармовой. У нас стоимость света – это стоимость поставки от Ингуры ГЭСа до поставщика. Вот стоимость света у нас. А мы выработку вообще же, она для нас ничего не стоит. Выработка электроэнергии для Абхазии ничего не стоит. Ну да, за генерацию мы не платим. Да, за генерацию мы же не платим и не обслуживаем. А теперь давай посмотрим. Если мы сделаем рубль, то этот рубль будут платить те же добросовестные плательщики, которые платят это те же 30%. Пока мы не поднимем собираемость у населения, пока мы не сделаем так, что население должно понимать, что если у них в телефоне деньги закончились, что они делают? Они кладут эти деньги, находят, но 1000 рублей они кладут, правильно же? Нам надо сделать такое же и со светом. Для этого есть счетчики, приборы учета там и все остальное. Но это сейчас мы углубимся во все это. Это 100 раз сказано и в парламенте, и мы все знаем, что за проблемы у нас стоят. Сейчас говорить уже я не вижу. Надо работать. Да. Надо работать. Илья, ну вот ты говорил о том, что у нас, в общем-то, вольница, да, то есть куча всяких ферм, которые там никто не закрывает, население не платит. То есть у нас, конечно, в правоохранительной сфере большие проблемы и с дисциплиной, и со всем остальным. Да? Вот что нужно, по-твоему, сделать, чтобы у нас, в общем-то, в этой сфере, к этой сфере было меньше нареканий. То есть это огромная проблема. Что нужно сделать вот в правоохранительных структурах? Как изменить их работу? Когда я говорил о безопасности, мы с тобой вначале, когда мы поговорили о внешней безопасности, о обороне, да, там, о нашем стратегическом партнере, я тебе скажу, что существует такая вещь, как внутренняя безопасность. Что такое внутренняя безопасность? Да, это когда закон внутри страны работает на всех жителей одинаково. Вот, а как мы этого достигаем? Мы достигаем этого милицией, прокуратурой и судебной властью. Ну, нет других способов. Вот все, о чем мы с тобой говорили, о нашей внутренней безопасности, о порядке, о платежах, о майнингах, да, и много чего мы можем еще далее сказать по этому поводу, да, обеспечивают эти три структуры фактически. У нас там действительно проблема. У нас, если в милиции, допустим, или в МВД кого-то поймали, наказали или хотят наказать, да, то в прокуратуре его отпустят. Если прокуратура не отпустил, то в конечном результате у нас доходит это до суда. То в суде можно. То в суде у нас все выходят. Ну, все выходят. Ты же понимаешь, я вообще поражаюсь, у нас люди там с убийством могут находиться под домашним арестом. Да? Люди там с криминальным прошлым, да, или люди, которые воровали там людей, на которых каким-то чудесным образом не возбуждены дела, и они даже не задержаны, да, ну нету, вот так случилось, да, они идут там в депутаты или идут во власть. У нас маленькое общество, у нас же очень сложно скрыть. Вы знаешь, мы живем по-хазановски, я иногда часто вспоминаю Хазанова, который говорил, мы знаем кто, знаем где, знаем когда, а доказать мы не можем. Да, вот такая жизнь у нас и происходит. Эти структуры, мы же проводили в свое время реформу, вы помните? Реформу судебной власти. То есть мы взяли одну судебную власть, решили там вдруг провести реформу, да, эта реформа привела к плачевным результатам, но это мое мнение, да, мнение специалистов, я не знаю. Но мое мнение, что это привело к плачевным результатам. У нас нет противовесов и нет
сдержек, да, для этих организаций. Вот сколько мы не писали там жалобы, скажем так, да даже в парламенте, да, сколько парламент не посылал документов в прокуратуру по тем или иным, по коррупционным схемам, там, по бюджету или по многим, вообще по многим вещам, да. У нас нет ни одного положительного ответа и ни одной положительной реакции. Это большая беда. Это самая большая проблема, которая у нас существует. Но вы же все-таки назначаете генпрокуроров, судей назначаете. Ну, правда, по рекомендации там, администрации президента и так далее. Вы... Нет, ну понятно, что мы назначаем. Понятно, что мы там утверждаем, назначаем. Это все, ну, процессуально, это все так. Но мы назначаем и смотрим биографию. У человека за спиной стаж работы, у человека за спиной большой опыт. Я же не говорю, что они неопытные, глупые, поэтому люди сидят по домам вместо того, чтобы сидеть в драндах. Это же не за это происходит. Мы же понимаем, что это происходит совершенно по другим причинам. Если это кому-то очень нужно, допустим, если это нужно власти, то мы находим все рычаги для того, чтобы осудить человека. Но если это кому-то не нужно, тогда мы найдем столько же рычагов для того, чтобы человека выпустить. Это вопрос исполнения закона, это не пробелы в самом законе. Ну, возможно, и в самом законе тоже некоторые вещи надо менять структурно. Да? Раньше, там, допустим, прокуратура надзирала там, над судебной властью. Сегодня этого нету. Сегодня над судьями начальника нет. Мы выбрали один раз на 10 лет, и все. Это в свободном полете находятся люди. Это желание работать прежде всего. И помимо желания, это их ответственность. Мы должны выбирать ответственных людей и не требовать у них там по чьей-либо просьбы, давай мы сегодня вот этого отпустим, он мой. А завтра там твой попадет, еще чей-то попадет. Вот мы как бы, вот так мы и занимаемся этими всеми проблемами. На этой как бы жизнеутверждающей фразе «надо выбирать ответственных людей» мы будем завершать наш эфир. Я напомню, что... А это касается и нашего населения. Я опять перебиваю, да? Если говорить об ответственности, да, нам всегда кажется, вот кто нам сделает больше трансформаторов, мы того выберем. Кто нам положит дорогу, мы того и выберем. А потом приходишь там домой, общаешься с людьми. Что вы там творите? Что вы там говорите? Как вы разговариваете? Извините, пожалуйста, вы кого выбрали? Как голосуем, так и живем. Да, как голосуем, так и живем. Поэтому это ответственность людей, они должны понимать, что они выбирают людей, прежде всего, которые будут решать судьбу страны. Вот представь сегодня какое тяжелое время. Я вообще хочу призвать всех, чтобы люди подумали, сегодня мир на грани войны, сегодня у нас под боком идет война, мы не знаем, какая ситуация у нас будет. И давай теперь представим на одну секунду, да, вот, допустим, парламент должен решить жизнь страны, должен решить вопрос войны и мира. Да? И представьте, что тех людей, кого вы поддерживаете, трансформаторщиков, да, вы туда их направили. Да, просто сделайте для себя кальку, сделайте. Я же не призываю там за того или иного. У нас есть масса достойных людей. Кто-то кого-то знает, кто-то нет. Это же не этот вопрос. Просто я прошу подойти ко многим вещам очень ответственно. По-государственному. По-государственному. Потому что от каждого голоса, от каждого человека это зависит. Их плохая жизнь, неимение того же трансформатора, асфальта, света и всего остального зависит от их выбора. Всегда. А у нас выбирают только президента и депутатов, поэтому относитесь ответственно, и от этого выбора будет зависеть многое. Напомню, что сегодня у нас в гостях был кандидат в депутаты по Дранскому избирательному округу номер 26 Илья Гуня. Мы говорили о внешних и внутренних вызовах, которые стоят перед абхазским государством. И мы говорили о том, что в это тяжелое время нужен действительно выбор, чтобы люди, которые выбирают, они думали о перспективах нашего государства и о том времени тяжелом, в котором мы сейчас оказались. Илья, спасибо большое. Вам спасибо. Удачи. Спасибо.